Друзья, всем привет! Сегодня у нас на календаре 8 марта. И в первую очередь я хочу поздравить с праздником наших дорогих женщин на канале. Туман тоже поздравляет. Счастья, здоровья, любви, больше улыбок, больше красоты и всего самого хорошего. Ну, а у нас сегодня идет первый день испытаний. Сегодня мы посмотрим, что может наш ураган. Взял вот с собой такую мерку. Отмерил 50 сантиметров и метр. Туман, заткнись, пожалуйста. И метр. И сейчас мы поедем. Посмотрим, как наш ураган поедет по глубокому снегу. Да. Скажу вам сразу. Кое-что изменил. У урагана вот это дышло было ось здесь, но отверстие было тоже рядышком. Я передвинул, получается, на сантиметров 5 дышло вперед. Почему я это сделал? Потому что, чтобы не задевало вот этими частями гусеницу, отбойник. Потому что Ефим Терентьев в прошлый год заказывал ураган. Сказал мне такую вещь, что у него, видать, без фиксации дышла нормально, не задевает. А вот когда делаешь фиксацию дышла, вот этими выступами, получается, когда ходит буксировщик туда-сюда, задевает отбойник. И чтобы этого не было, в общем, передвинул я корыто на 5 сантиметров вперед. Заправил полный бак. Ну, теперь посмотрим. Заодно, друзья, скажу вам сразу, почему не заводился у меня он со стартера. Да, теперь знаю, что это не просто кнопка, а это кнопка дистанционное управление заслонкой, то есть подсосом. Я не включал, из-за этого у нас вчера не заводилось. Так что сейчас все сделаем правильно. Так. Вон. Выключили. Включили. Ну, и пробуем. Нормально. Значит, электрический стартер работает. А то кто-то уже мне посоветовал: выкидывай его, нафиг он нужен. Все, выключили. Заслонка открылась. Все нормально. Так что сейчас прогреваем двигатель. Выезжаем на пушистый глубокий наш северный снег. А его, поверьте, у нас хватает. И посмотрим, что может наш ураган. Так сказать, первый тест-драйв. Заодно позвоню Саньке на Мухтаре. Если приедет, то хорошо можно будет сравнить, что и как. Проходимость Мухтара, допустим, с проходимостью урагана. Все. Звоню Александру и встречаемся на глубоком, рыхлом, пухлом снегу. Ну вот у нас дорога закончилась. Впереди только снег.
Правда, здесь идет буранка, но мы сейчас по буранке поедем и выедем на целяк. Прокатимся, посмотрим, сколько он едет по ровному, по подъему попробуем, спуски. В общем, будем пробовать. Оператором сегодня у нас Роман. Так что поехали. На горячую. Попробуем. Горное сиденье сделано для того, чтобы легче было маневрировать. Но я пока еще к нему не привык, все по старинке стараюсь рукой. Но, давай, поехали. Подъем потяжелее, но идет. Сантиметров. А по ровному нормально, подъем потяжелее идет.
сказать, подъем идет тяжело, но идет. А если раз проехал, он уже летит. По ровному пробивает хорошо. Сейчас зацепим прицеп и попробуем с прицепом. Ну что, поехали? Так, скажите, себе команда оператор, сколько весит? 104. 104 килограмма. Что, попробуем? Смысл? А вдруг промыто? Ну что, как дела? Один езек, один харюзек. А на удочку? Ага. Харюзок, ничего себе, покажи какой харюзок, блин. Харюзище. Да ну, маленький. Нормальный. Это давно сидишь? Да нет, поздно пришел уже. Поздно пришел? А так слабенько, да? Да, вообще можно. А сказать. малявка тоже на удочку? Да, мальки? все здесь долбит. Я был в отпуске, продольники ставил. Ясь хорошо берет. На малька? Да. Сейчас зимой тоже берет. Ну вот морозы когда были в феврале. А я что-то сейчас поставил на переправе 3 продольника. На следующий день пошел проверять, все мальки целые. О, странно. У меня малек крупный был, этот соинский. Вон, испытываем новую технику. Я уже понял, слышал. Как бы наледи нет, да? На той стороне есть. Здесь налить. нету. Наледь пока не поедем. И А так там капитальная налить вообще. он пока на обкатке, пока на наледь не поедем. Видишь, у него еще эти предохранители стоят, болты. А. Полный это газ не дает. Видно, что с полсилы. На полный выжимаешь, там болтики держат. Так снимать надо, да, получается? Кого? Болты. Ну после обкатки, да. А. Пока обкатка лучше не надо, мы и так, считай, насилуем по глубокому. Подъем тяжело идет. Но идет, получается. А по ровному херачит пофиг. Мгм. Так что ясненько. Значит, немножко рыба начинает просыпаться, да? Да так жадно берет или еле-еле? Да хорошо берет. Если есть, сразу бум удар, да? С прикормкой? Да, обязательно. Скоро тоже будем. Проводишь праздник на льду? Да. Ясненько. Ну что, Роман, поехали.
слов. Буквально пару слов. Секунду. Что я могу сказать насчет этой модели Ураган Сибирь? До этого я почти 4 сезона отъездил на модели Ураган Универсал. Там была гусеница у меня 550 разрезная, соединенная через шаг ПНД. Длина, если мне память изменяет, 1580 вроде была. Здесь гусеница у меня 600 миллиметров и длиной 1850 миллиметров, то есть на 5 сантиметров получается шире, во-первых. Во-вторых, цельная гусянка, в-третьих, она подлиннее на 30 сантиметров. Ну вот сами прикидывайте, насколько площади стало больше. Потом у меня здесь, не знаю, видно, не видно, гусеница Байер, или по-русски там бобр, в простонародье грунтозацеп, 30 миллиметров. Как вы видели, разница с универсалом. Ну, в принципе, универсал мой, не знаю, тоже поехал бы, наверное. Я же ездил по целяку. И с калиной топтали. Просто в этом году структура снега очень... Нету плотности, он просто сыпется, как этот. Проваливается дальше, он не проваливается, сантиметров 20, не больше. Местами вот подъем только немного зарывается, получается чуть больше. Так, что еще? Ну, естественно, он тяжелее немного. Мой там был вроде бы 130 килограмм, этот вроде 180. Остальное все то же самое. Ну, электростартер здесь есть, у меня там его не было. Фартук здесь есть на толкаче. Меньше снега заходит. Если бы я без фартука прокатился по этим сугробам, у меня уже полные корыто снега было бы. Что еще? Многие у меня спрашивали, вот после первого ролика, стоимость урагана, сколько он стоит. Да, Сань? Да. Алло. Но, Че ну? а вы где? Мы внизу возле дамбы Адониса. Я на первую базу приехал, ёбаный рот. Нахрена я сказал, в аэропорту будем, блин. Понял, принял. Ну давай, подожди. Сейчас разворот тогда. Ну, давай. Но, Сейчас Санек подъедет, будем вместе кататься, попробуем с Мухтаром разницу. Многие спрашивают у меня стоимость урагана, сколько стоит ураган. Объясняю, я им даю ссылку в описании канала, там есть на сайт урагана. Заходите по ссылке, группа ВКонтакте, мотобуксировщик ураган. По этой ссылке увидите расчеты цен. Заходите туда, и там конкретно на каждую модель несколько вариантов, набор опций, какие нужны. Потому что сам вот ураган, он стоит 110 тысяч. И все остальное, вот плоть, вот этот, скажем, чехол, который просто обязательный на двигатель, он стоит отдельных денег. Это отдельная опция. Тормоз, это отдельная опция, дополнительная плата. Электростартер, отдельная опция. Горное сиденье, отдельная опция. Стекло, отдельная опция. И каждая опция отдельно. Вот я не заказал кофр, потому что кофр тоже стоит отдельных денег. Я решил сэкономить. Что-нибудь придумаю сам. Вот. Так что заходите. Под номером 22 моя модель. В принципе, там один в один все. И вы там сами увидите, что сколько стоит. Сам ураган вот 110 тысяч. И пошло-поехало. Сколько стоит гусеница, сколько стоит стекло, сколько стоит корыто-толкач, сколько стоит заднее корыто. Все там черным по белому, все написано, все разъяснено. Так что, сколько стоит ураган, он будет стоить сколько закажет заказчик. Какой нужен ему конкретно. Некоторые доделывают все сами. У них выходит он дешевле. Я сам доделывать ничего не собираюсь. Во-первых, я это не умею, потому что если я сделаю что-то сам, вот попробую сейчас кофр сделать сам. Смотрел, прошлый год заказывали Ефиму Терентьеву ураган. Так, у него тоже он заказал с рамкой, сделал кофр, как заводской получается, с фанеры сделал. И здесь он сделал укрытие, как было на моем универсале. От снега, от веток, от всего такое укрытие. Посмотрел, в принципе, все ясно, все понятно, попробую сделать так же.
вещь нужная, вещь полезная. Потом по коньку, вот то, что на твердом, на укатанной дороге он разворачивается похуже. Сами урагановцы мне посоветовали сточить конек, взять болгарку и сточить с двух сторон. Сказали, что будет поворачивать получше. Это мы тоже сделаем. Все будем доделывать. Но пока проходим обкатку, как бы сильно. Тут стоят болтики, предохраняют, чтобы полный газ не давать. По идее вот так вот на обкатке не делается. То, что вдвоем с грузом, да еще по пухлому снегу даем ему напрягаться. По идее обкатываться он должен по плотной буранке утоптанной. Но мне уже очень хотелось проверить эту проходимость. И немножко дали понапрягаться ему. А так техника я доволен. Я в принципе такое ожидал, потому что я уже знал, как ураган Сибирь ездит. Я повторюсь, вот брат заказал, Саня Игнатов заказал, это с моей деревни. Вот с поселка 3 урагана уже. 2 с гусеницы 50, 1 с гусеницы 60, вот это 4-й уже. Это которые через меня заказывали. По моему промокоду. А сколько еще сами по себе заказывали, я не знаю. Урагану уже хватает достаточно. Кстати, насчет промокода, да. Если кто решит заказывать, промокод Коми-Рыбак дает скидку. Когда как? Когда 2%, когда 4%. Ну, мелочь, а приятно. Тем временем подъезжает Санек на Мухтаре. И теперь мы попробуем прокатиться вместе. Наверное, туда лучше, да, выехать? Я так думаю, здесь потому что это. Ладно, друзья, пока выключаемся, рекламная пауза. Сейчас подъедет Санек на Мухтаре, и мы устроим типа маленьких соревнований. Как, что, разницу между Мухтаром и ураганом. Вот и Санек едет. С праздником! Девочки празднуют, а мы катаемся тут. Ну, не говори. Ровно смолу там что-то делают. Че, в принципе, я вот здесь по пухляку прокатился, 70 сантиметров снега получается. У меня ни хрена не идет. А ты пробовал, да, по целому? Не пошел? Да. Сразу не идет. Не хочет. Ну ты сейчас это... Попробуй по буранке проехать потом, съехать здесь. Не, по буранке-то он уже пойдет. А Пойдет, я вот да. именно хотел по свежаку там проехать. А сейчас попробуем на речке, я сейчас выйду. Сразу шлёчек, Так убери это корыто куда-нибудь туда, в сторону. и все. Я смотрю, там на машине, да? А? На машине смотрю. Да, Рома, чтобы это не холодно было. А, Рома замёрз. Что, на речку поедем? Поехали. Че, сел? Поехали, поможем. Сейчас развернусь.
хочет? А? Почему-то мама переворачивается, дохнет. А. Давай. Сразу, да, тонет? Я думаю, комментарий излишний. Ну-ка. Бух. Нет. Куда он поехал? Ладно. Стой! Стой, стой! Стой! Слезай, Рома, отцепляй корыто! Сейчас это, кружочек вместе сделаем. Все. Все, пробуем. Туда не езжай хоть, там промыто.
Что, зарывается? А у тебя вот это еще тормозит, да, походу? На бок заваливается и все. Фронты. Понятно. Этот намного быстрее. Хватит, наверное, на сегодня. Вы сами все видите? Села? Полностью села? А нет. Ой. Обратно что-то. Она только что показала такую батарейку, севшую посередине. Ну. А потом что-то хоп, и обратно палка прибавилась. Ну давай. Ну вы сами все видели. Я так думаю, комментарии излишни. Лыжный модуль и толкач, разница ощутимая. Вот Саня говорит, заваливается, у него потом еще тормозит. Хотя, если чуть плотнее снег был бы, Мухтар тоже едет. Мы на нем тоже ездили. Правда, приходилось идти на лыжах и утаптывать. Ездили вдвоем и троем. Так что любая техника хороша, но... Ну, вы сами все видели. Если честно, Сибирь лучше. Вообще ураган лучше. Я доволен как кот. Спасибо урагановцам за прекрасную технику. Так держать. Ну, а владельцы снегоходов, которые говорят, лучше бы вы купили снегоход, скажу вам два основных преимущества урагана. Он легче, как минимум в 2 раза, а то и в 3 некоторых снегоходов. И намного экономичнее. Они жрут просто прорвы. Вот кто, как бы не спорили, да вот, повезет больше груза. Этот, поверьте, повезет не меньше груза, чем любой снегоход. Вот 2 корыта будет, повезет и дрова, и все такое. А экономия в бензине в разы, в 5 раз, наверное, точно меньше он ест. И мне говорят, лучше бы купил снегоход. Да не нужен мне снегоход. Если где-то я сел в наледь, я его возьму и вытащу. А буран, если или любой снегоход сядет, 300 килограмм уже не выдернуть одному. Это нужен донкрат, лебедка или еще что-нибудь. А такие собачки, вон, только видишь, заваливается, говорит. В принципе, техникой я доволен. И на этом давайте закругляться на сегодня. Отгуляем праздник. Завтра или послезавтра мы уже выйдем на рыбалку. А там вы все увидите, как это будет в реальных лесных, полевых, речных условиях. До скорого, друзья. До встречи. Всем пока. Девушек еще раз с праздником. Всех женщин, всех девушек с праздником весны, с праздником 8 марта. Всем пока. Роман решил прокатиться. Лишь бы полынью никакой не заехал. Замерзло все капитально. Намного красивее.
Видишь, пофиг, да, подъем, не подъем, блин. Да, я говорю, он просто ездит, чем вот этот. Ну, видишь, когда покупали, не знали. Ну тогда, ну тогда ураган был уже, да? Уже не было урагана. Нет, вообще говорю, ураган тогда, когда ты покупал, уже были, да. Только другие модели немного, Сибири точно не было тогда еще. Ну как? Роман, как ощущение? А иначе и быть не может.